21 ноября работники Государственной налоговой службы отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1991 году, указом президента РСФСР была организована Государственная налоговая служба. История формирования налоговой службы Сибая началась годом раньше. И как любое начинание, оно связано с теми, кто стоял у его истоков. Тогда начальником Государственной налоговой инспекции по городу Сибай был назначен Василий Трофимович Каплин. Бывший заместитель председателя горисполкома, он занялся организацией налоговой службы в городе практически с нуля. Налоговики тех времен помнят, как это было, когда о компьютерах даже не слышали. Лицевые счета налогоплательщиков велись вручную аккуратным почерком. А остается только удивляться работоспособности и оптимизму наших первых налоговиков. И вообще, кажется, вчера все было, тогда мы были полные вопросами головы, полные недоумением, что происходит. Налоговая инспекция в начале, была создана в феврале 90-го года, в том числе и по городу Сибаю, а меня приняли 13 апреля 90-го года. Но еще инспекции не было, отделения не было, ничего не было. Я сидел вместе с начальником отдела, финансового отдела горосполкома в одном кабинете. Мы пытались что-то делать, действительно было 3 инструкции. 1 июля 90-го года нас отделили в самостоятельную службу. Вот тогда стал вопрос, где нам обосноваться. Штаты – это отдел госдоходов, всего нас было 7 человек. Нас отделили и говорят, вот езжайте, определяйтесь, где найдете помещение. Ну, нам подобрали помещение по улице тогда Свердлова, дом 39. Потом начали расширяться. И так мы с ремонтом, с оборудованием. Через 2 года появилась у нас техника, появились компьютеры. В общем, через 2 года нас уже было где-то порядка 30 человек. Ну и мы дошли до 40 с лишним в этом здании. Здание хорошее, меня удовлетворяло, нормально было. Однако время шло, штат сотрудников рос, учреждение нуждалось в более просторном помещении. И в период с 1993 по 1995 годы по улице Маяковского, 31/1 выросло новое 6-этажное здание. 95-й год, в 95-м году мы в декабре уже въехали в новое здание. И это было, денег нет, зачеты, РНО, республиканские налоговые обязательства, особый вид зачетов, оборудование получали, но новые здания, это было здорово. За период своего существования служба не раз претерпевала различные изменения, реорганизации и оптимизацию. Все эти важные моменты становления налоговой службы пришлись на период работы советника Государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, руководителя налоговой инспекции Сибая Василия Каплина. Само название налоговой инспекции менялось практически через 2-3 года. Вначале это была Госналогинспекция по городу Сибаю Минфина РБ, при Минфине РБ. Потом переименовали Госналогслужба в 91 году уже при Минфине, или как Минфина Российской Федерации. Потом нас объединили в единую налоговую службу и создали Министерство налогов и сборов. Объединили 3 инспекции в одну. Это в 2008 году объединили все Зауралье в одну инспекцию. Решался вопрос, где центр сделать. Ну, особо не заморачивались, сделали центр в Сибае. Ну, сегодня налоговая инспекция, она уже несколько иная, тоже межрайонная, контролирует все Зауралье. Это Зилаирский район, Баймак, Баймакский район, Хайбулинский район, Сибай, Абзелиловский район. Причем при современных формах и контроля, методах контроля, обработки данных, получения информации, ну, работа получается. Это видно по результатам контрольной работы и вообще по результатам администрирования налоговых отношений на нашей территории. Несмотря на большую занятость, Василий Трофимович на протяжении многих лет сотрудничал с Сибайским институтом БГУ, где вел для студентов спецкурс по налогам. А после выхода на заслуженный отдых в 2010 году еще 5 лет преподавал на кафедре налоги и налогообложения.
период все формирования не только, скажем, структур самой системы налоговых отношений, взаимодействие с местными органами. Это непросто, но ведь нужны были люди, да, специалисты современного мышления. И когда я узнал, что у нас готовятся юристы в нашем сибайском филиале, и Ирик Сабирович Сабиров предложил мне тогда позаниматься с ними, прочитать спецкурс. Ну, назвали его условно «Актуальные проблемы налогообложения на современном этапе». То есть то, что мы получаем, самые такой горячие информации, законы, нужно для будущих юристов это донести. И вот эта вот практика, начиная с 1998, наверное, года, она у нас осталась по сегодняшнее время. Когда особенно открылась кафедра налоги, налогообложения, и когда пошли первые выпускники, мы с ними тоже работали. Мы были и руководители дипломных проектов, дипломных работ. Мы работали с ними как специалисты практики, читали лекции, проводили семинарские занятия, студенты проходили практику у нас. И как результат сегодня в налоговой инспекции работает больше половины, даже более 60% состава – это выпускники нашего института. В преддверии Дня работников налоговых органов на экономическом факультете Сибайского института БГУ состоялась встреча студентов с Василием Трофимовичем. Учитывая, что это вне учебного плана, дополнительно было в нагрузку поставлено, да, и, соответственно, не было ни зачета, ни какой итоговой формы аттестации. Вы же знаете, как у нас студенты, нет зачета, а что я буду ходить на эти занятия, да? На занятия Василия Трофимовича народ ходил. Вот 21 ноября как бы соединилась новейшая история с историей города вообще. Новейшая история, она, вот, как я уже затронул, она сопряжена с многими проблемами. И эти проблемы были как частью проблем всей городской истории. Людей города, да и вообще, если говорить об истории города, то это история создания, реорганизации предприятий различных. Это людские судьбы, это жизни людей, это формирование какого-то особого типа сибайцев, сибайских. Мы сибайцы. Поэтому мне хотелось, чтобы сегодня, вот, отмечая День налоговой инспекции, принимая поздравления со всех сторон, мы это воспринимали как часть истории нашего города. Сегодня Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 37 по Республике Башкортостан – это штат из 109 профессиональных и дипломированных сотрудников, которые ежедневно и кропотливо делают свою работу. Это люди с твердым характером, профессионалы своего дела. И сегодня в свой праздник они принимают поздравления.